Доброе утро, в Башкирии 9 часов, сегодня пятница, 11 августа, в эфире программа «Аспекты республики», у микрофона Дмитрий Колпаков. Наша трансляция идет в YouTube, Одноклассниках, ВКонтакте, делитесь ссылкой на трансляцию, ставьте лайки, лайки – это топливо YouTube. Подведем итоги четверга, послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений» с участием экономиста Всеволода Спивака. Ну а теперь к обзору прессы. Начнем со спортивных новостей, пожалуй. Московская «Динамо» одержала победу над Салаватом Юлаевым в рамках Кубка Республики Башкортостан. Это случилось вчера в Уфе. Встреча завершилась со счетом 4-2 в пользу московского клуба. Дублем в составе победителей отличились новичок команды Никита Гусев, также записавший на свой счет голевую передачу. Еще по шайбе в ворота уфимцев забросили Игорь Ажиганов и Джордан Уилл. У Салавата Юлаева голами отметились Александр Хмелевский и Егор Сучков. Ну что ж, начали сезон, к сожалению, неудачно, но надеюсь, что в дальнейшем будут победы. Между тем, боец из Башкирии с позывным «Рубин» указом президента России Владимира Путина награжден вторым по счету медалью за отвагу. Об этом сообщает Башинформ. Известно, что командир танка Т-90 отмечен высокой наградой за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации. Это был Башинформ. Бойцы добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан» завершают боевое слаживание в Самарской области. Об этом сообщил глава региона Ради Хабиров. По его словам, бойцы прошли тактическую подготовку и освоили навыки управления. Далее цитата. «За это время республика неплохо подготовилась для того, чтобы обеспечить наш полк техникой и всем необходимым. Будем и дальше помогать нашим ребятам. Обязательно приедем навестить их на передовой». В Башкортостане много мужчин, которые хотят защитить нашу родину. Они служат в разных подразделениях, но всегда, когда военнослужащие выходят с инициативой о формировании именных батальонов, мы поддерживаем их. Прежде всего, потому что это позволяет нам эффективнее им помогать. Конец цитаты. Ради Хабиров отметил, что власти Башкирии будут поддерживать как самих участников спецоперации, так и семьи бойцов. Так, издание РПК Уфа отмечает, что о создании мотострелкового полка Башкортостана стало известно в начале апреля. Инициаторами его формирования выступили ветераны боевых действий. Соединения создали и экипировали за счет региональной казны. Полк войдет в состав 67-й мотострелковой дивизии. Знамя командира вручал лично глава Башкирии Ради Хабиров 29 июня на площадке боевого слаживания. И тут издание тоже также уточняет, что в состав полка вошла медицинская рота имени Ахмета Давлетова, артиллерийская батарея имени Алексея Сухорукова, артиллерийский дивизион и батальон имени генерала Тагира Кусимова и Даяна Мурзина, а также штурмовая, снайперская и разведывательные роты. Они поэтапно отправились на боевое слаживание в мае и июне. Напомню, что это было издание РБК. Для уфимцев придумали сервис, который поможет жаловаться на пьяного водителя. Об этом сообщает издание УФА-1 со ссылкой на мэрию Уфы. Отдельную страничку «Сообщи о пьяном водителе» в разделе «Уфа интерактивная» создали совместно с Госавтоинспекцией. Через нее можно, собственно, пожаловаться на нарушителя. Чтобы использовать функцию, нужно прислать фотографию нарушителя и указать его местоположение. Также это поможет помочь найти грубых нарушителей правил дорожного движения. Кстати, вот давайте мы здесь с вами и проголосуем. Проголосуем и выясним настроение наших слушателей по этой теме. Вы лично сообщили бы в ГАИ о пьяном водителе? Давайте проведем голосование в YouTube. Еще раз напоминаю вопрос. Вы лично сообщили бы в ГАИ о пьяном водителе? Ну и два варианта ответа. Да, нет, собственно говоря. Напомню, что ранее Госавтоинспекция ввела чат-бот, телеграм-чат-бот, через который можно, в принципе, подавать аналогичные сообщения о тех или иных нарушениях на дорогах. И мы видели по некоторым сообщениям, что чат пользуется успехом и даже приводит к административному протоколу. Издание «Пруфы» сообщает, что общественники подали в суд на администрацию Уфы и епархию РПЦ из-за строительства храма на месте городища Уфа-2. Собственно говоря, глава благотворительного фонда «Изгилек» Руфа Рахимова, которая и является издательницей «Пруфов», а также кандидат исторических наук, археолог Фарид Сунгатов
и кандидат исторических наук, доцент, член региональной общественной организации «Археологическое общество Республики» Альфия Султанова подали административный иск к мэрии Уфы, к Уфимской епархии с требованием признать незаконным выданное разрешение на строительство здания храма на территории городища Уфа-2. Административный иск был подан в Октябрьский районный суд по месту нахождения основного ответчика, это мэрия Уфы, но судья Гульнас Шакирова вернул иск, указав, что его надо подавать в Кировский районный суд, поскольку, далее цитата, правовые последствия возникли на территории этого района, где находится городище Уфа-2. Издание пишет, что логика в этом отказе не прослеживается, поскольку иск подается к администрации, а не к земельному участку. Кроме того, известно понятие территориальная подсудность, что административные иски подаются по месту нахождения государственного или муниципального органа, чье решение обжалуется. Вчера истцами подана частная жалоба на определение судьи и о возврате иска и рассмотрение его всего лишь дело времени. То есть как бы коллектив истцов, я так понимаю, что уверен в своей правоте. Суть иска направлена в Октябрьский суд Уфы признать недействительным разрешение на строительство здания храма на территории памятника археологии федерального значения городища Уфа-2. В целях обеспечения сохранности памятника археологии истцы также просили на время рассмотрения спора запретить застройщику, то есть епархии, а также третьим лицам производить любые строительно-монтажные работы по возведению здания церкви. Напомню, что недавно появилось письмо из Следственного комитета, в котором Тамара Хабибуллина, православная активистка, которая получила это письмо из Следственного комитета, в нем говорится, что пока возведение храма приостановлено. Издание «Пруфы» здесь в своей статье приводит целую переписку с епархией Русской Православной Церкви, где, в принципе, стоит резолюция, первоначальная резолюция от мая 23 года митрополита Никона. Это не моя тема, вам надо по этому поводу иметь разговор с Андреем Назаровым, написано на письме запросе от Пруфов. Очень длинная история, очень много деталей. Пожалуйста, этот текст лежит на сайте Пруфа. Власти Уфы предложили конкурсному управляющему компанию «Фейм» Алексею Емельянову передать муниципалитету историческую часть здания кинотеатра «Искра», пишет «Коммерсант». В мэрии опасаются, что объект культурного наследия может прийти в негодность в отсутствие владельца. Напомню, что уже 4-й год здание кинотеатра стоит пустым. Проведенные ранее торги по продаже актива, находящиеся в конкурсной массе «Фейма», оказались безуспешными. Желающих приобрести кинотеатр не нашлось. Как стало известно «Коммерсанту», собрание кредиторов не одобрило передачу объекта, намереваясь рано или поздно его продать. Администрация Уфы направила обращение к конкурсному управляющему и компании «ФМ», и компании «Лира» Алексею Емельянову. Объект культурного наследия – это основное старое здание кинотеатра площадью 2,4 тысячи квадратных метров, 1970 года постройки, является собственностью компании ФМ. Ему же принадлежит еще одна часть здания в 2600 квадратных метров. Новое здание «Искры», достроенное после 2020 года, включает в себя зал IMAX площадью 1200 квадратных метров. Это собственность компании «Лира». Обе компании находятся в процедуре банкротства. «Коммерсант» напоминает, что в прошлом году Башкультнаследие утвердило границы и режим использования территории объекта культурного наследия кинотеатра. На его территории, в частности, запрещено строительство капитальных объектов и проведение земляных работ. Но уже были некоторые опасения, что кинотеатр действительно может прийти в негодность для того, чтобы его снести и даже освоить площадку под строительство чего-либо там высотного. Были такие конспирологические опасения. Не зря же он горел в этом году. Ну и еще немножко судебной хроники от «Коммерсанта». Защита признала виновным в мошенничестве в особо крупном размере 51-летнего экс-владельца сети шинных центров Таганка Андрея Смышляева подала жалобу на приговор, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сайт суда. Дата заседания Верховного суда Башкирии еще не назначена. Андрей Смышляев, как было установлено в Октябрьском райсуде Уфы, получил от компании Nokian Шина автомобильные покрышки на 3 миллиарда рублей.
но за них до конца не рассчитался. Суд приговорил его в конце июля к 8 годам лишения свободы со штрафом в 950 тысяч рублей. Предприниматель вину не признал. Также Верховный суд Башкирии продлил до 3 сентября арест обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере бывшему руководителю строительной компании «Госстрой», экс-депутату Горсовета Уфы Кириллу Бадикову. Бадиков был арестован в марте прошлого года, а остальные обвиняемые по делу находятся под подпиской о невыезде. По версии следствия, в 2013-2021 годах топ-менеджеры под видом строительства домов заключили договор по накоплению, уступки прав, требования и участия в долевом строительстве. Свои обязательства фигуранты уголовного дела не выполнили. В результате их действий 1134 гражданам и юридическим лицам был причинен ущерб на общую сумму в 2,4 миллиарда рублей. Об этом ранее писала пресс-служба прокуратуры республики. Ну и печальная новость. Пропавшего на озере Банном в Башкирии 34-летнего ведущего из Магнитогорска Александра Нурмухаметова обнаружили мертвым, сообщает издание УФА-1 со ссылкой на спас-отряд «Альфа-Спас». Напомним, Нурмухаметов пропал 5 августа после проведения своего же фестиваля на озере Банном. После отыгранного сета он не вернулся в свой гостиничный номер, а также перестал выходить на связь с друзьями и родными. Сигнал его телефона последний раз появился около ресторана «Старый Чак» под Магнитогорском, но на территории Башкирии. Спустя 5 дней поисков Нурмухаметова обнаружили мертвым недалеко от места событий. Поисковики, как и силовики, от комментариев воздерживаются. В Следственном комитете по Башкирии отметили, что никаких следов насильственной смерти на теле не было обнаружено. Я напомню, что у нас идет голосование на YouTube. Вы лично сообщили бы в ГАИ о пьяном водителе. И 2 варианта ответа: да или нет. Пожалуйста, голосуйте. Мы в конце выпуска подведем итоги. Давайте здесь мы сделаем перерыв, послушаем фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений», гостем которой был экономист Всеволод Спивак. Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил о пересмотре некоторых бизнес-проектов с Казахстаном из-за санкций. Вот его цитата. «К сожалению, ряд намеченных планов нуждается в перезагрузке. Мы основательно переработали дорожную карту сотрудничества, подписанную 2 года назад, адаптировали ее под текущие задачи. По согласованию с казахской стороной решили заключить соглашение напрямую с регионами страны». Конец цитаты. Что мы можем понять и как можем проанализировать? И как так получилось, мы же знаем, что Казахстан не поддерживает санкции Запада. Казахстан не то, чтобы их не поддерживает, он должен подчиняться в какой-то мере для того, чтобы сохранить свои отношения с партнерами на Западе. И в той или иной степени, конечно, он вынужден выполнять часть санкций неизбежно. Там, допустим, не работают наши карточки. Вернее, говорят, что в каких-то банках не принимаются, но попытка там просто зайти на улицы, в первый пошли банкомат, снять деньги, там безуспешно оплачивать ими тоже нельзя, карты нет. Они ужесточают контроль, в том числе за выдачей карточек россиянам. Причем они это отчасти объясняют и нашей позиции, потому что наши власти запрашивают эти данные, соответственно, отчасти они говорят и о ужесточении позиции в России. То есть не только Запада. А вот эта схема, то, что напрямую договор будет заключаться с регионами Казахстана, для чего это? Ну, возможно, это сделает малозаметнее некие транзакции. Если это какие-то договоры заключаются на уровне страны, очевидно, что это легко отслеживается. Когда они заключаются с одним из 89 регионов, то, наверное, это менее освещаемо. Навскидку можете вспомнить какие-то крупные договоренности с казахской стороной? Между Башкирией и Казахстаном? Да, нет. да. Нет, очевидно, у нас есть партнерство, да, но сходу не могу. Также пишет Назаров, что наши партнеры вышли с предложением возобновить проект по строительству на территории Башкирии завода по изготовлению изотермических вагонов и вагоноплатформ. Я помню так отдаленно какую-то новость 2- или 3-летней давности, и, по-моему, таких новостей было очень-очень много. Ну, вы знаете, у нас количество объявленных проектов в десятки раз превышает количество реализованных проектов, поэтому я бы не стал слишком большое серьезное внимание уделять очередному проекту. Да, помнится, заключали, допустим, договор с СОДой. Помните, специально везли в Казахстан, правительственные делегации с СОДой должны были вместе работать, но сейчас больше об этом проекте не слышал уже несколько лет. Уточняется то, что Казахстан во внешнеторговом обороте республики по итогам 2022 года занял 2-е место с долей 9,1%. Это нам о чем-то говорит? Ну, они территориально находятся близко. Естественно, у нас есть партнерство в энергетической сфере. Ну, это здорово. Больше я ничего не могу сказать. Все мы видели в поведении рубля на торгах. И вот пришло сообщение от ТАСС, что Центробанк на фоне резкого снижения курса рубля решил до конца года не покупать валюту на внутреннем рынке. Вот для чего вот этот механизм отказа от закупок?
Ну, для того, чтобы снизить спрос на валюту и, соответственно, стабилизировать курс рубля вокруг тех значений, которые сейчас есть. И по-хорошему, наверное, есть некое желание у Центробанка понизить текущее значение курса доллара в связи с тем, что курсовая динамика неизбежно перекладывается в уровень инфляции, а Центральный банк обозначает таргетированную инфляцию, ну, не таргетированную, вернее, а контроль за устойчивость рубля, как основную свою задачу. Ну, причем это не Центробанк обозначает, это в Конституции у нас записано напрямую, что основная задача Центрального банка – это устойчивый рубль. Но мне кажется, что с учетом той динамики курса именно рубля, который мы видим в последние 1,5 года, когда он то скачет то повышается в 2 раза, потом падает в 2 раза, потом опять повышается. Устойчивость рубля, как она сформулирована в Конституции, понимается Центробанком достаточно узко и понимается именно как контроль за инфляцией. Хотя мне кажется, что в понятие устойчивости должно входить и соотношение курса рубля с другими валютами. Весь выпуск программы «Аспекты мнений» с участием Всеволода Спивака вы найдете на наших аккаунтах в YouTube, Одноклассниках, ВКонтакте, а также текстовые расшифровки на сайте «Аспекты Медиа» и телеграм-канале «Аспекты». А сегодня спикером программы «Аспекты мнений» будет общественный деятель, путешественник Расул Ахиридинов, ведущий Разиф Абдуллин после 11 часов. Давайте вернемся к обзору прессы. Я вам напоминаю, что у нас в YouTube идет опрос. Вы лично сообщили бы в ГАИ о пьяном водителе? 2 варианта ответа: да или нет. Пожалуйста, голосуйте. Итак, агентство Башинформ сообщает о предупреждении МЧС о чрезвычайной пожароопасности в юго-восточных районах Башкирии. По прогнозу синоптиков в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, что, в принципе, повышает риски очередных лесных и полевых пожаров. Издание «Правда ПФО» пишет, что предприятия ЖКХ Башкирии не оставляют мечтаний нанять профессиональных коллекторов для того, чтобы они занялись выбиванием долгов с населения. Очередным таким предприятием вслед за Уфа-водоканалом и спецавтохозяйством стал Республиканский фонд капремонта. Организация объявила тендер по выбору подрядчика для оказания услуг по ведению судебно-претензионной работы по взысканию собственников помещений в МКД задолженности по уплате взносов на капремонт и готова заплатить за эти услуги до 21 миллиона рублей до конца 2023 года. Издание отмечает, что непонятно, на что рассчитывают в фонде капремонта, поскольку долги за ЖКУ по закону нельзя передавать коллекторам, а объявившие подобные тендеры Уфа-водоканала спецавтохозяйства были вынуждены их отменить под давлением УФАС. Более того, опрошенные «Правдой ПФО» профессиональные участники рынка коллекторских услуг заверили, что никто из профессиональных коллекторов и сами не пойдут участвовать в подобных тендерах, пишет «Правда ПФО». А вот на улице Блюхера в Уфе образовалась большая яма, сообщает Башинформ. На улице Блюхера в связи с разрушением железобетонного коллектора ливневой канализации диаметром в 1000 мм произошел провал грунта с повреждением дорожного полотна размером 3 на 3 метра. Ограничено движение транспортных средств по улице Блюхера от дома номер 14 по улице Кузнецова. Там идут восстановительные работы силами Уфа-водоканала. Уфа-1 сообщает, что создание мэрии Уфы хотят снять статус памятника культуры. Соответствующий документ был размещен на сайте Башкульт наследия. Здание мэрии Горсовета построили в 1959 году. Тогда там находился Уфимский горком КПСС, исполком городского совета депутатов. Его создавали по типовому проекту средней школы на 920 мест. Органы власти начали его использовать только в 1964 году, только после того, как смогли ввести в эксплуатацию из-за недоделок и строительных недочетов. Как отмечает эксперт и историк Дим Абдулгужин, который проводил экспертизу, в 70-е и по нулевые годы здания неоднократно модернизировали, приспосабливали под современные условия использования, то есть делали ремонты. Далее цитата. В связи с вышеизложенным объект исторической, архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью не обладает. Включать в объект в реестр памятников истории и культуры нецелесообразно. Издание взяло комментарий у главы Башкирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльзы Муалимшиной. Далее цитата.
Он был в реестре с 2017 года. Смотрите, какая загвоздка. Прежде чем на выявленном объекте культурного наследия делать какой-то ремонт, нужно проводить историко-культурную экспертизу, в ходе которой специалисты скажут: да, этот ремонт не повредит культурной ценности памятника. Ну и только потом начинать работы. Эти согласования задокументированы. Кто сейчас виноват в ситуации? Либо Авдогужин, либо те эксперты, которые проводили прошлые экспертизы. Напомню, что это было издание УФА-1. Кстати, от себя добавлю, что ремонт здания, фасада, по крайней мере, фасада здания мэрии Уфы проводился еще, по-моему, при мэрии Павле Качкаеве, когда фасад был полностью закрыт керамической плиткой. На самом деле там был исторический фасад из красивого, по-моему, камня, из туфа. В принципе, очень красиво выглядело. Были какие-то элементы лепнины там, но, к сожалению, все это сейчас закрыто плиткой и огромными баннерами, которые по бокам висят. Ну вот, судите сами, насколько это здание сейчас красиво или некрасиво. Тем временем издание «Пруфы» посвятили большую достаточно статью, исторический экскурс в Уфимский ипподром. Недавно появились новости о том, что ипподром был выставлен на продажу, но на самом деле это не так. Так, Пруфы поговорили с заместителем директора по развитию ипподрома Акбузат Ильнуром Тансакужиным, который опроверг информацию о продаже помещений ипподрома. По его словам, продаются частные помещения, которые не принадлежат комплексу. Кроме того, он заявил, что никакой приватизации ипподрома не будет. Далее цитата: «Предприятие не приватизируется. Мы как были государственным учреждением, так и мы остаемся. А сам ипподром помещения не продает». Также замдиректора по развитию подчеркнул, что проблемы с финансированием от республики нет. Мы проводим ипподромные испытания, мы работаем с конным хозяйством и за это получаем финансирование от государства. Таким образом оплачивается наша работа. Проблем с финансированием нет. Конец цитаты. Большая статья о судьбе ипподрома на сайте Пруфы. Ну и далее две новости из сельского хозяйства. Объединенная зерновая компания ищет подрядчика на хранение зерна запасов Федерального интервенционного фонда. По двум закупкам хранителям готовы заплатить в сумме до 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает издание РБК Уфа. Итак, 556 миллионов рублей готовы заплатить за хранение в течение 3 лет 150 тысяч тонн зерна и 482 миллиона рублей за хранение еще 130 тысяч тонн зерна. Максимальная ставка за хранение 1 тонны зерна в месяц по договору может составлять 103 рубля. Интересно, где на территории Башкирии можно найти такие мощности? Также издание РПК Уфа сообщает, что группа А7 Агро, это оренбургская компания, намерена инвестировать 739 миллионов рублей в развитие молочно-товарной фирмы «Культабан» в Баймакском районе Башкирии. Об этом сообщает генеральный директор А7 Менеджмент Алексей Комаровских. Проект модернизации фирмы на юге Башкирии был одним из пунктов соглашения, подписанного А7 с правительством республики и Сбербанком на инвестиционном сабантуе в Зурале в Сибае в мае 2023 года, сообщает издание РБК Уфа. Ну что же, и о погоде. 11 августа Башгидромет прогнозирует погоду преимущественно без осадков. Ночью в восточных районах небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточно умеренный. Температура воздуха ночью 10-15, днем 21-26. 12 августа все так же. Ночью 8-13, днем 22-27. 13 августа также без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Ночью 8-13, по востоку до 3, днем 22-27. Напомню, что сегодня после 11 часов гостем программы «Аспекты мнений» будет общественный деятель и путешественник Расул Ахиридинов. Вам хороших выходных, увидимся на следующей неделе.